Вдоль трассы на Усть-Кулом при въезде в поселок Краснозатонский стоят ровными рядами небольшие деревянные дома с чистенькими двориками и невысокими оградами, словно сделаны они с немецкой точностью и аккуратностью. Кстати, еще до недавнего времени их так и называли – немецкими. Принадлежали они немцам. В конце 40-х эти дома стояли на окраине поселка. Трасса на Усть-Кулом проходила в другом месте. Здесь же был выделен участок под огороды и строительство частных домов. Первая улица, как раз на которой мы находимся, при помощи Вычегодского судоремонтно-судостроительного завода, уже в 1948 году начали строить уже индивидуальные дома. Конечно, сегодня они уже не в том виде первозданном. Мать Александра Савельева – немка по национальности. В Коми АССР попала из Карело-Финской республики в 1941 году, когда всех представителей немецкой национальности отправляли на север, подальше от границ. Впрочем, эта ссылка для ее семьи была уже второй. В Карелию их сослали с Украины еще в 1935 году по доносу. Почему попали они сюда, в Красный Затон? Потому что возникла большая необходимость в лесматериалах. В 1940 году постановлением Совнаркома было принято решение о строительстве судоверфи. Поэтому потребовались специалисты. 42 специалиста первых с Пиндушской судоверфи были привезены сюда. Вместе с оборудованием, которое было демонтировано в Карелии, эти специалисты не только немецкой национальности, потому что были и другие, это и эстонцы, и латыши, и литовцы, поляки, были и русские, были и местные. У немцев были красивые ухоженные дома, а они потом стали появляться и у других национальностей, потому что все жили действительно дружно, несмотря на то, что в паспортах было написано. Отец Александра Коми, мать немка. Таких интернациональных семей в нашей республике немало. Начиная с середины 20-х годов 20 века, Коми стал основным регионом, куда направляли ссыльных, позже репрессированных и спецпоселенцев. Среди множества национальностей, попавших сюда не по своей воле, по численности немцы были на втором месте. Только с 30-х по 40-е годы в Коми АССР было выслано больше 18 тысяч немцев из разных регионов СССР. Немецкие общины в нашей стране начали складываться еще в XVIII веке. За счет присоединения к Российской империи территорий с немецким населением и за счет переселения сюда немцев из Германии. Так манифест Петра I от 1702 года приглашал иностранцев на поселение в Россию. Позже, в 1763 году, подобный манифест издает Екатерина II. Она приглашает иностранцев заселиться вдоль берегов Волги. Колонистам гарантируют особые привилегии – свободу вероисповедания, освобождение от воинской повинности, льготные условия оплаты налогов. Надо сказать, что Екатерина мудро поступила, пригласив немцев из Германии в Россию. Во-первых, Россия приобрела трудолюбивых, знающих подданных, а во-вторых, они были переселены в Поволжье. Эта территория была совсем недавно, относительно недавно присоединена к России. Она была пустой. Жить там было непросто, прямо скажем, потому что земли, конечно, плодородные, но воды мало, жаркое лето, степи. А немцы с удовольствием поехали, многие, в Россию, потому что в Германии это было уже аграрное перенаселение очень серьезное. Земли не хватало. Мелкие ремесленники и крестьяне не имели дохода. Россия действительно им предоставляла хорошие условия, не идеальные, там наши много наобещали сверх того, что выполнили, прямо скажем. Но главное, что привлекательно было немцев, они становятся свободными людьми, они не были крепостными, они получают землю и право быть самостоятельными хозяевами. Вот это их привлекало. Трудности, то, что надо много работать, то, что эта земля, мягко говоря, не очень-то обустроена, их не пугало. Они привычные к работе. Вплоть до XIX века царские власти организовали активное заселение малороссийских земель. Крым, Закавказье и Кавказ, Оренбургская область, Башкирия, Сибирь, Казахстан. К началу XX века на территории российского государства проживало 1 800 000 немцев. Это был 9-й по численности народ в стране. Немцы уже из Поволжья, из Украины переселялись и основывали новые поселения немецкие на Кавказ,
Так в XIX веке появились грузинские немцы и азербайджанские немцы. Именно немцы в Азербайджане завели виноделие, в частности, знаменитые коньячные заводы «Конкордия», которые были знамениты по всей России. Даже у Маяковского, по-моему, есть его рекламное двухстишие «Пей коньяк Конкордия, не то дам по морде я». В Сибирь уже в XIX веке переселились немцы, на Алтае основав колонии, на Кубань, на Ставрополье. Немецкие колонии к XIX веку в России были практически по всей территории. Колонии имели свою культуру, особенности в языке, свои особенности быта, но они очень твердо, я бы сказал так, упорно поддерживали свою национальную идентичность, не растворяясь в массе русского населения, хотя численность немецкой колонии в России была не такая уж большой, хотя больше 1 миллиона человек. Это серьезная сила. В 18 году Владимир Ленин подписал декрет о создании автономной области немцев Поволжья. В 24-м она была преобразована в автономную республику в составе РСФСР. Здесь проживала треть немецкого населения СССР. К концу 30-х годов Республика немцев Поволжья стала процветающим регионом. Здесь было открыто несколько вузов, техникумов и 2 профессиональных немецких театра. Выходили газеты на немецком языке. В регион ехали иммигранты, не согласные с политикой Германского рейха. Однако процветать республике немцев Поволжья пришлось недолго. Первый удар по немцам нанесла коллективизация еще в 30-е годы. Именно тогда впервые немцы были сосланы в составе других кулацких семей. Это была первая волна немецких ссыльных в Коми-край. Я только вижу, родители расстроенные, плачут. Кто чего тут собирает, нам уже сказали, что можете, возьмите с собой, но только одеваться. Я одета, мне тепло, жарко, я плачу, мама, скидай платье. Она говорит, больше нельзя ничего взять. Там жарко будет, я тебе скину. Нас повезли на поезде до река Лузма. Там были шалаши. И когда река растаяла, нас потом на баржах повезли в Палаус. Амалии Иосифовне было всего 5 лет, когда ее семью признали кулацкой и выгнали из дома в Волгоградской области. Привезли их в Коми АССР, сначала в Палаус, затем в деревню Грива, а уже оттуда в лесной поселок с недостроенными бараками. 4 семьи попали в этот дом с нашей родины. Все знакомые были. Это у нас получилось, это удивление. Мы были сыты, одеты. Только помню я, как затянули песни. Другие все плачут, а эти поют. А мы засыпаем. Так хорошо. После начала войны 14-летнюю Амалию, как и большинство взрослых людей, забрали на работу в лес. Попала она в Нючпас на заготовку дров для завода. Со слабым здоровьем и вечно ноющими от ревматизма руками в лесу, вспоминает Амалия Иосифовна, она окрепла и выздоровела. Во время войны, дорогая, не хочется вспоминать, очень трудно было. Тогда не по пережке пилили, а лучок такой, одна пилишь. Durch mich geführt werden, für ich mich ohne dich, so werde ich leicht verführt. Wenn du mich aber führst, tu ich, was mir gebiert. История жизни Екатерины Ивановны похожа на историю Амалии Иосифовны. Семья Кинсфатер, поволжские немцы из Саратовской области, тоже была признана кулацкой. Отца сослали в Сибирь. Там он заболел, вернулся домой в Саратовскую область и умер. 3-летнюю Катю с мамой отправили в Коми АССР. Привезли сразу в Сольвычегодск. Там церковь, там 3 ряда нары были, и все люди так спали. Каждая семья в своем уголке на нарах. Ну, потом водили нас в Опарину, потом там через Летку. А оттуда нас привезли в Ношуль. Там уже, ну, у Коми же есть зимняя комната и летняя. Они в своей комнате жили, а вторую половину мы, еще одна семья. Ссыльных поселяли в дома коми-крестьян на время, а затем отправляли в спецпоселки, которые были раскиданы по всей Коми-Парме. Многие поселки не имели даже названия, только нумерацию. Так Екатерина Ивановна с мамой попали в нулевой поселок. Для ссыльных немцев там был организован колхоз. У нас небольшой поселок был, 2 улицы. Пчелы было в нашем колхозе, все было, и овцы, и свиньи, и
коровы, и лошади, все было, и пашни большие были. Во время войны днем мы хлеб косили, ночью при фонаре молотили, зимой в лес, а летом колхоз. Все умела делать. Лучком умела одно дерево свалить. Вот туда надо мне, я его подрублю и спилю. Большие изменения в судьбу российских немцев внесла Великая Отечественная война. После начала войны пошли массовые аресты неблагонадежных немцев. Их вина заключалась в принадлежности к той же нации, что вела войну с СССР. Тысячи немцев были эвакуированы из Ленинградской области. Эвакуированные не имели статуса спецпоселенцев, их не ставили на учет. О них сейчас мало что известно. Вторая волна прибывших немцев в Коми СССР во время войны – это спецпоселенцы из Карелии. Когда фронт приблизился к Карелии, их эвакуировали сюда, в Коми. Это украинские немцы, потому что в Карелию высылались немецкие семьи в 1935 году в рамках программы по очистке границ от нежелательных элементов. И они в основном были расселены по вычегде. Карткировский, Усть-Куломский район. А третья волна – это сама война. 42-43 годы – это трудовая армия. Трудовая армия у нас долго не признавалась вообще репрессией. В трудовую армию призывали лиц трудоспособного возраста, подозрительных элементов, в основном немцев, для использования на трудовом фронте. Призывали их через военкоматы, как на фронт. А для трудоиспользования передавали промышленным предприятиям или леспромхозам. Трудармия была создана в конце 1941 года постановлением Политбюро ЦК ВКПБ. 90% состава трудармейцев были немцами. Призывались как мужчины, так и женщины. Женщин называли мобнемками, мобилизованными немками. На работу трудармейцы ходили под конвоем и работали в основном на лагерных объектах. Но заключенными и спецпоселенцами они не считались. В Жешерте два таких трудармейца ходили руки за спину на работу с орденами на телогрейках, потому что орденов их никто не шил, и они гордо свои ордена, один знак почета, второй красного знамени, носили на телогрейках, так и ходили на работу. У них была парторганизация, кстати говоря, из партии не исключали. Потому что я видел документы парторга, поселенцев, которые запрашивали в Компартии, куда мне членские взносы деть. Я не могу ходить на работу с полными карманами денег, потому что мне их никто не принимает, говорят, вы гады, фашисты. А какие же мы фашисты, мы коммунисты, мы членские взносы платим, они же аккуратные. Куда мне их девать? У меня сейфа нету, я не могу так вот. Мы хотим помогать Красной Армии бить фашистских гадов, а тут нам не дают. Формально трудармейцы были свободными людьми, но на деле их жизнь регулировали инструкции и положения Госкомитета обороны СССР. А контроль за мобилизацией возлагалось на НКВД. Работали трудящиеся на добыче полезных ископаемых, лесозаготовках и в строительстве. Моего отца отправили в трудовую армию в Карткировском районе. Он работал на лесоповале. Очень тяжело, он там заболел. И потом он был переведен в Сыктывкар, Заречье. Было предприятие, на котором занимались лесопереработкой, в основном ремонтом техники, в том числе судовой техники. И он работал мастером, механиком на газогенераторных установках. В то время бензина не хватало, и использовались в качестве топлива продукты горения. С двух сторон кабин машины или трактора такие колонки, в которых загружают дрова, они горят, углекислый газ смешивают с топливом, и таким образом бензин экономился. Ну, это тоже химия, видимо, это тоже было связано каким-то образом с его профессией. Отец Олега Штраллера родился в Германии, Верхней Силезии. После окончания университета в 1929 году молодого специалиста-химика пригласили работать в научно-исследовательский институт города Харькова. Приехал он туда с семьей, женой и с дочкой. В 1936 году была якобы раскрыта агентурная группа из иностранных специалистов. В основном это были специалисты из Германии. Арестовали большое количество людей, в том числе и моего отца. Год он сидел в тюрьме, не зная, что будет дальше. А затем его отправили сюда, в республику, тогда Коми СССР. После убийства Кирова в декабре 1934 года в стране резко усиливаются политические репрессии. В 1935-1936 годах в СССР было выявлено и ликвидировано множество немецких
контрреволюционных, диверсионных и шпионских организаций, в которые якобы входили представители разных слоев населения. В их числе был и Франц Штраллер. После ареста главы семьи жена и дочь Штраллера были вынуждены вернуться в Германию. Его же осудили на 5 лет и отправили в поселок Водный, на предприятие по производству радия. Однако после отбывания срока обратно не отпустили. К тому времени уже началась Великая Отечественная война. Как и многие немцы, Франц Штраллер попал в трудармию. Здесь уже в Сыктывкаре он познакомился с моей мамой и женился. Это было непросто по тем временам. Отношение к немцам было однозначное. И для коми-женщины решиться на такое было, наверное, очень непросто. Он многих вещей, конечно, просто не понимал, почему это происходило, в частности, в отношении немцев. Но, тем не менее, у него не было абсолютно никакой ненависти к этой стране, в которую он приехал. И вообще в Заречье у нас жило довольно много немцев, которые попали разными путями. Кто-то в 30-е годы в числе раскулаченных, кто-то попал, так же, как и он, трудармейцы или политические заключенные. Очень много в нашей республике тех немцев, которые были репатриированы. Это печальная история. Почему? Потому что они жили в Запорожье, и в 1943 году, когда были оккупированы фашистами, их вывезли в Германию. В Германии бабушка работала на полях, дедушка, не знаю. В начале 1945-го родилась у папы сестра, сам папа в Запорожье еще родился. И в 1945-м, в сентябре, американцы собирали советское население, которое попало туда, в Германию, и говорили о том, что вы имеете возможность или переехать в Америку, или остаться в ФРГ, в этой зоне. Но, конечно, у наших даже и мыслей не было, потому что домой. Репатрианты – еще одна волна немцев, переселенцев в Коми-АССР. Только с территории Советского Союза, оккупированной гитлеровцами, было угнано в Германию и другие страны более 4,5 миллионов советских граждан. По мере вступления Красной Армии в страны Восточной Европы началась репатриация вывезенных граждан СССР. Это были и военнопленные, и эвакуированные гражданские лица, в том числе и этнические немцы, проживавшие в СССР. Однако надежды попасть домой у репатриантов не оправдались. О том, что их везут на север, спецпоселения, они поняли только в вагоне, когда за окном вместо степных просторов увидели тайгу. По справке МВД Коми-АССР, на конец 1946 года в республике было расселено более 12 тысяч репатриированных. По дороге там чуть не случилась такая трагическая история, это рассказывала уже у бабушки нашей сестра Ома. Везли зимой уже, в этих телячьих вагонах очень много было народу. Папа был маленький. Открыли дверь, и он выпал в снег. Хорошо, что в это время сестра у бабушки побежала за водой, услышала плач. Дедушку Елену Коп отправили в Воркуту, бабушку с детьми в поселок Тракт Книшпогосского района. Уже в 1952 году Эмилю Коппу удалось воссоединиться с семьей. Больного и ослабленного его отпустили из лагеря. Все жили плохо. Но у наших ведь не было ни картошки, ни одежды нормальной. Бабушка рассказывала о том, что они ходили по помойкам и собирали очистки картофельные, которые потом размораживали, натирали, и вот она пекла оладушки. Но это было первый год. В тракте им дали землю, где была раньше кузница. Там земли было меньше, чем гвоздей, чем металла. Но тем не менее они смогли сделать огород, вырастили картошку. Немцы народ трудолюбивый, у каждого свиньи были, держали скотину и жили потом уже очень хорошо. Еще до начала войны были ликвидированы немецкие национальные районы, закрывали газеты, прекращалось преподавание на немецком языке. Против поволжских немцев было выдвинуто обвинение в подсобничестве гитлеровской Германии. Под предлогом сотрудничества советских немцев с фашистами был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Тех советских немцев из европейской части СССР депортировали в восточную часть страны. Немецкая республика перестала существовать уже в 1941 году. Но самое-то главное, самим по себе удар нанесли, их же в августе депортировали. Остался неубранным урожай, огромное количество скота, им же не разрешили скот взять с собой.
Там коровы ревели, говорят, благим матом в этих пустых коровниках, потому что их никто не доил. Потом срочно стали пересылать эвакуированных вот русских туда, чтобы хоть что-то сделать. И так там появилось вот другое население. Это был совершенно беззаконный, безнравственный акт, потому что людей совершенно обвинили в том, что они готовы совершить предательство. В Златоусте, как-то мы были на конференции немецкой автономии, развешаны фотографии знаменитых немцев, своих. И вот одного увидел немца, дедушка пожилой, с орденом славы третьей степени. Я говорю, а как у него орден славы оказался? Ведь орден славы в 1943 году был введен только, а немцев с фронта всех в 1941 убрали. И мне рассказали удивительную историю, что этот немец, чтобы пойти на фронт, он изменил фамилию немножко. И прошел всю войну, дошел до Берлина. И в Берлине похвастался командиру, что вот я немец, а в Берлине. После чего и поехал в Томскую область, в Сибирь, со всеми своими орденами, медалями и так далее. Только на территорию Коми АССР с 30-х по 40-е годы было сослано более 18 тысяч немцев. В 1948 году всех ссыльных немцев, бывших кулаков, спецпоселенцев, депортированных и репатриированных, поставили на учет как лиц немецкой национальности. И лишь после смерти Сталина немцев постепенно стали освобождать от спецпоселения. А в 1964 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, который раскритиковал указ 1941 года, назвав обвинения немцев в пособничестве фашистской Германии огульными и необоснованными. Было обидно, когда тебя обзывали фашистом, только потому, что у тебя фамилия такая. Это было по-детски, по большей части. Но были и взрослые, которые могли запросто назвать, любого немца назвать фашистом. Во многих семьях старались, особенно в смешанных браках, как-то избежать того, чтобы дети себя относили к немцам. Особенно в паспорт старались вписать или русский, или коми. Чем меньше будет упоминаться, что ты немец, это будет лучше. Так, на всякий случай. Потому что я сама неоднократно папу просила, давай с тобой учить немецкий язык, я хочу его знать. Он так смотрел всегда, тебе это ни к чему. Основная масса трудоспособных немцев была занята в лесной промышленности. Впрочем, немцы работали во всех отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. В Коми АССР немцы были расселены в 171 населенный пункт и жили почти во всех районах. Пример, Усть-Сыльмский район. Есть такой поселок Новый Бор. Там был совхоз от Воркутлага. В Воркуте было очень много немцев. Они в основном работали на шахтах, как трудармейцы. Но те, кто уже не мог, многих из них отправляли туда, в этот совхоз. Одно дело жить в Воркуте, где ничего нет. Другое дело в совхозе. Хоть что-то, какие-то продукты были, молоко было. И многих это спасло. И в этом совхозе специалисты все были немцы. Там жил единственный в Советском Союзе кавалер ордена Ленина, лучший дойер СССР Томас Круг, мужчина. Они там вырастили новую породу коров, которая давала более 5000 литров молока в год. 3 ноября 1972 года был принят указ о снятии ограничения о выборе места жительства для отдельных категорий граждан, в том числе касающийся советских немцев. Только теперь, через 27 лет после окончания войны, немцы, как и все советские граждане, получили право избирать место жительства на всей территории СССР. На родину предков вернулись немногие, да и возвращаться было некуда. Дома в Поволжье, на Украине и в других регионах, откуда они были когда-то изгнаны, давно уже были заняты другими хозяевами. Для 2 поколений советских немцев родиной стало место ссылки. Уже прошли, которые в войне были ранены, вернулись, и они чувствовали, что мы, люди, зря страдаем. Сочувствие имели, и начальник стал нам. Он тут сперва был такой, как кричал на нас, а там как миленький он был. Потом многие извинились. Поняли они все, и мы поняли, что их составляли. Они не от себя это делали. Друг друга все просили и жили. Всю жизнь я живу в Коми. Он не захотел. Он говорит, тут осталась мне эта пенсия, я вольный казак, и я буду жить здесь. Дом свой. Он это ваш супруг? Да, Август Иванович, заслуженный шофер Коми АССР. В 1991 году немцы, как и все репрессированные народы,
были реабилитированы. В основном справки о реабилитации получили те, кто были высланы сюда еще детьми и родившиеся на спецпоселении. Мало кто из высланных взрослых дожил до реабилитации. Многие немцы, получив возможность, уехали в Германию. В 2002 году в России было почти 600 тысяч немцев. В 2010 уже меньше 400. Однако многие немцы, получив право на выезд, так и не покинули север. Молодой человек меня тестировал, немец, он спросил на немецком языке: а как вы думаете, кем вы будете работать, когда переедете в Германию? Я говорю: шпуцерин, я натюрлих, уборщицей. Он сказал: да, это так. Поэтому, а у меня высшее экономическое образование, я всю жизнь проработала бухгалтером на Ожевском фанерном комбинате и была главным бухгалтером, поэтому, понятное дело, что мне в уборщице не очень-то хотелось. А потом еще видите, что муж хотел остаться здесь, сказал, что не переедет точно. Родители Елены уехали в Германию еще в 90-е, а она осталась здесь. Таких, как Елена, много. А кто-то, уже пожив в Германии, вернулись в Россию обратно. Родившиеся и выросшие в советской, а потом в российской действительности, не смогли приспособиться к западным реалиям. Первое время очень часто туда ездила и видела, что везде хорошо, где нас нет. Там дело в чем? Дело в том, что там свои минусы, свои плюсы. Но роднее здесь. Сейчас Елена Коп руководит немецкой национально-культурной автономией Республики Коми. У автономии есть представительство почти в каждом районе Коми. Немцам удалось сохранить свою культуру и национальную идентичность. И, несмотря на все удары судьбы, не раствориться. И сейчас большинство потомков немецких переселенцев на вопрос о национальной принадлежности отвечает однозначно. О, немка, безусловно. А сестра моя, она себя больше ощущает украинкой. А я не знаю почему. Я ощущаю себя немцем скорее, хотя во мне много, наверное, от воспитания мамы, но большее влияние, конечно, оказал отец. Под началом Олега Штраллера в республике работает культурно-деловой центр немцев. В центре «Автономия» объединили многих немцев разных возрастов. Здесь проводят традиционные праздники, учат немецкий язык и культуру. Удается немцам из Коми бывать и на родине предков, в Германии. Молодежь же ездит в экспедиции по бывшим спецпоселкам нашей страны. Встречается с потомками ссыльных немцев и собирает материалы об их жизни. Немцев, конечно, стало значительно меньше. По последней переписи их порядка 5500. Но это тех, кто назвал себя немцем. Немало тех, которые участвуют в деятельности нашего общества, имеют немецкие корни, но официально по переписи другую национальность говорят. У нас как-то привилось название «российские немцы». В перечне национальностей при переписи есть русский, есть немец, есть коми, есть татарин. Российских немцев там нет. Поэтому мы считаем, что на самом деле тех, кто имеет немецкие корни, конечно, не 5500, а значительно больше. История российских немцев полна хороших и печальных страниц. Так сложилось, что из всех некоренных этносов России немцам достались самые жестокие репрессии. Депортация не просто нанесла огромный ущерб культуре, но и навсегда изменила жизнь немцев на российской земле. Однако, несмотря на все испытания, выпавшие на долю народа, они выстояли. Сохранили право не только жить, но и право на свою культуру, язык, самобытность и право называть себя немцами.